32 года назад, 11 октября 1992 года, в самые сложные и тягостные дни в истории страны, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардземба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики. Так началась современная история одного из важнейших ведомств, которое ежедневно и еженочно стоит на страже безопасности страны. Торжественные мероприятия в честь праздничной даты начались с церемонии возложения цветов в Парке Славы к мемориалу погибшим воинам. Министр обороны Владимир Ануа, высшее военное руководство, офицеры и военнослужащие почтили память павших защитников Родины, а также бывших министров обороны Абхазии Султана Сосналиева, Владимира Аршба и Владимира Миканба. Здесь же директор Государственного музея боевой славы имени Ардземба Мзия Бея вручила министру обороны благодарственное письмо за содействие в организации Бессмертного полка и поздравительную ноту. После состоялась церемония возложения венков к могиле первого президента Абхазии, лидера нации и главнокомандующего Владислава Ардземба. Торжественные мероприятия продолжились в Министерстве обороны Республики. Министр обороны Владимир Ануа, поздравив всех собравшихся со знаменательной датой, отметил, что абхазская армия создавалась в крайне непростых условиях, формируясь в ходе кровопролитной войны за свободу и независимость Абхазии. Становление абхазской армии берет истоки сформирования отдельного полка внутренних войск, еще полностью не закончив его формирование, как 14 августа 1992 года войска Горсовета Грузии переломно вторглась на территорию Республики Абхазия. Можно привести множество примеров наших достижений за прошедший период. Можно много говорить о том, какие новые горизонты и возможности открылись перед нами благодаря независимости. Но есть одно значение, которого ничем не измерить и трудно переоценить. Это память о тех, кто сложил головы на полях сражения, кто отдал самое дорогое свою жизнь во имя победы. Владимир Ануа подчеркнул, что абхазская армия прошла сложный путь становления и на сегодняшний день успешно выполняет боевые задачи по охране мира, демонстрируя высокий профессионализм. Развитие вооруженных сил основывается на принципах нынешней и перспективной военно-политической ситуации в стране и в мире. Она также учитывает прогнозы возможных источников военной опасности для Абхазии. Президент, правительство республики, парламент Республики Абхазия уделяют постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. Проводятся различные сборы, тренировки, учения, в том числе и совместные с подразделениями дружественными Российской Федерации. Среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация, наш стратегический партнер и союзник. Поздравительную ноту главы государства Аслан Абжани зачитал руководитель администрации президента Абисалом Кварчия. История абхазской армии – это история самоотверженности и подвигов. Уже 32 года вооруженные силы Абхазии доказывают свою способность защищать суверенитет и территориальную целостность республики. Говорится, в частности, в поздравлении. Дорогие военнослужащие вооруженных сил Абхазии, руководство страны, весь народ Абхазии гордится вами, верными защитниками Отечества. Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи нашего государства. В современных условиях важно, чтобы наши вооруженные силы оставались мобильными и высокоэффективными. Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения нашей армии. Важно также, чтобы каждый из вас ощущал поддержку и заботу общества, ведь именно это способствует формированию настоящей воинской сплоченности. Далее с торжественной речью от имени Народного собрания Абхазии выступил вице-спикер парламента Фазлибей Авицба. Создание абхазской армии стало важнейшим этапом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. И это день тех, кто отстаивал независимость республики и охраняет ее покой сегодня. Особенно благодарность заслуживают наши дорогие ветераны,
Они хранят традиции, патриотизм, верность долгу и присяге, вдохновляя нынешние воинов на служение своему народу. Народное собрание парламента Республики Абхазия уделяет большое внимание боеготовности вооруженных сил, вопросами социальной защиты военнослужащих, ветеранов войны и участников боевых действий. В честь 32-й годовщины вооруженных сил указом президента Аслана Бжания ряду офицеров присвоены очередные воинские звания. В честь юбилея оборонного ведомства приказом Владимира Ануа были вручены медали за воинскую доблесть и имени Героя Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сасналиева. Рада Чачава, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.